Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Жаркий спор. Представители творческой интеллигенции, участники встречи с президентом комментируют вопрос, связанный с законопроектом о правовом статусе апарт-отелей и апартаментов. Соглашение о сотрудничестве Общественной палаты Абхазии и Карачаево-Черкесии подписали соответствующий документ. Первый Пицунский международный музыкальный фестиваль. Участники видеомоста «Сухум-Москва» рассказали о предстоящем культурном мероприятии. Парламентский комитет рекомендует принять проект закона о ратификации соглашения по возобновлению деятельности Сухумского аэропорта. Такое решение приняли на заседании 24 июля члены комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками Народного собрания Абхазии. В обсуждении вопроса также приняли участие вице-премьер-министр экономики Кристина Озган, заместитель министра Теймураз Микваби, представитель президента в парламенте, министр юстиции Андрей Барциц. Документ регулирует вопросы по реализации российским юридическим лицом инвестиционного проекта и определяет права и обязательства сторон. Питьевой водой обеспечено около 300 домовладений в селе Мгудзархуа. Об этом рассказал начальник УКС Тимур Агрова в ходе инспекционной поездки президента Аслана Бжани в Гудаутский район. По его словам, в рамках инвестпрограммы 2020-2022 годов был построен резервуар объемом 500 кубических метров, проложено более 13 километров водопроводных труб различного диаметра. Во втором этапе 2023-2025 годов в этом году также будет проложено порядка 12 километров труб различного диаметра. Общая стоимость работ 15 миллионов рублей, сообщил Агрба. Президент проинспектировал ход восстановительных работ в пансионате «Черноморец» в Гудауте. Управляющая объектом Елена Клименко рассказала о проводимых восстановительных работах. По ее словам, работы планируют завершить в конце мая следующего года. План по сбору налогов за первые 6 месяцев 2023 года в Гудаутском районе перевыполнен на 26% и составляет 141 миллион рублей при плане в 111 миллионов. Об этом рассказал на совещании с президентом начальник налоговой службы района Рауль Авицба. Раскрываемость преступлений в Гудаутском районе составила около 94% за полгода 2023-го, рассказал на совещании с президентом начальник РОВД Зос Магицба. В районе за этот период было совершено 42 преступления, 39 из них раскрыты. По информации главы района Баграта Боджго, в бюджет за первое полугодие 2023 года при плане 209 миллионов рублей поступило 227 миллионов рублей, выполнение составило 109%. В том числе по собственным доходам при плане 79 миллионов рублей поступило 100 миллионов, что составляет 126%. Глава государства ответил на все вопросы участников совещания в Гудауте. По словам Бжани, к вопросу об апарт-отелях и апартаментах не следует подходить эмоционально. За 30 послевоенных лет более 90% строительных работ, а это восстановление школ, детских садов, театров, больниц, ремонт дорог, все это сделано при поддержке России. Сотрудники силовых структур, правоохранительных органов получают доплаты за счет российской финансовой помощи. Но сейчас в России свои сложности, у нее нет возможности оказывать нам поддержку в том же объеме, как раньше. Вопросы, касающиеся нашей экономики, мы должны решать сами. Апартаменты, о которых мы говорили, это экономический вопрос. Политических моментов, сопутствующих этому вопросу, на самом деле очень мало, отметил Бжани. Накануне президент Аслан Бжани провел встречу с представителями научной и творческой интеллигенции. Глава государства заявил о желании провести открытый разговор в неформальном формате, отметив, что всегда выступает за диалог между государством и обществом. Ваше мнение и рекомендации по актуальным вопросам, происходящим в стране, для нас представляют ценность, сказал президент. В интервью Абаза ТВ участники встречи с президентом, народный артист Республики Абхазия Надар Чанба и общественный деятель, бизнесмен Руслан Джопо прокомментировали актуальный вопрос, связанный с законопроектом о правовом статусе апарт-отелей и апартаментов. Если в какой-то мере можно обсуждать это не так, как вот десятками тысяч,
Но возьмите локально. У нас есть депрессивные районы, у нас послевоенная разруха в Творчале, в Ачамчирском районе. Ну, возьмите какой-то район, да, там, где посмотреть, как это будет работать. Но дело в том, что я это говорю, зная, что ни один инвестор не будет вкладывать, потому что ему нужно около моря. Ему не нужно поднимать, и у него же нету никакой цели поднимать культуру или вообще никакой заботы о народе, нету абхазском народе. Эта забота должна быть у нас, и мы не можем требовать от других людей. И поэтому, если мы кого-то привлекаем сюда, обязательно должны вкладывать свои интересы, иначе вообще бессмыслица. Вы сделали такую небольшую записку в парламент, где вы сказали о том, что у нас есть какие-то соображения, которые хотелось бы уточнить более подробно. Ждали приглашения, что мы придем в парламент. Ну и неожиданно, и слава богу, позвонил президент, вернее, не президент, а его аппарат, и пригласил на встречу. Часа 3 был очень хороший разговор, тяжелый разговор. Ну, мы высказывали свою точку зрения, президент высказывал свою точку зрения. Спор был жаркий, я это видел по удивленным чиновникам другим, которые там присутствовали. Вот. И, ну, видимо, к такому уровню дискуссии, видимо, там редко такие проходят. Да? Все говорили мы то, что мы думаем. У нас нет никаких политических амбиций, ничего, кроме того, что мы считаем этот закон в том виде, если он идет, он кардинально повлияет на судьбу наших детей, внуков, правнуков и так далее. Президент, надо сказать, конечно, сначала пытался как-то уговаривать нас принять его точку зрения, но мы сказали все же одно дело просто разговор, а другое дело все же экспертное мнение, да, и мы готовы в силу наших возможностей, желания принять участие в дальнейшей доработке. Интервью с народным артистом Республики Абхазия Надаром Чанбе, общественным деятелем, бизнесменом Русланом Джопо в ближайших выпусках Абаза ТВ. Руководители общественных и политических организаций обсудили законопроект об апартаментах, инициированный администрацией президента Аслана Бжани. Собравшиеся в очередной раз выразили единогласную позицию против антинародной инициативы президента по апартаментам и категорически осудили попытки исполнительной власти оказывать давление на парламент. На встрече присутствовали руководители АНД, Форум народного единства, АРО, АПСНы и других общественных организаций. Подсудимый Демур Ахалая дал показания по делу о тройном убийстве на набережной. Он подтвердил, что в течение нескольких дней после убийства подсудимый Беслан Ганба скрывался от милиции у него дома. При этом факт наличия у него ранений отрицает. Также Демур Ахалай отрицает, что в начале октября покупал Toyota Mark II, на которой передвигались преступники. Материалы дела, согласно которым продавец машины и свидетель сделки опознали его как покупателя, подсудимый называет фальсификацией. Подробности в ближайших выпусках новостей. Оперативная сводка МВД Абхазии. Хищение чужого имущества, имевшее место в одном из отелей города Гагра, раскрыто. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Хищение чужого имущества, имевшее место в одном из отелей города Гагра, раскрыто сотрудниками УУР МВД совместно с уголовным розыском УВД по Гагрскому району. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении данного преступления Халваш Дамир Одикович, 1991 года рождения. Последний на момент задержания следовал пассажиром в автомобиле, в салоне которого были обнаружены ранее похищенные вещи.
ноутбук и кожаный портфель, гаджеты личного пользования, электронная книга, планшеты, сотовые телефоны в количестве 3 штук сотрудников милиции изъяты и впоследствии опознаны владельцем. По факту кражи в отношении гражданина Халваш следственным отделом УВД по Гагарскому району по части 4 статьи 155 Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения – арест. Общественные палаты Абхазии, Карачаево-Черкесии подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. В мероприятии приняли участие председатель Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Муса Экзеков, заместитель секретаря Общественной палаты Республики Абхазия Изольда Хагба, делегация Абхазии, члены Общественной палаты Карачаево-Черкесии. Смотрите репортаж наших коллег из Карачаево-Черкесского телевидения. Общественная палата Республики Абхазия подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Это позволит обмениваться опытом и укреплению связей между братскими народами двух субъектов. О целях и о содержании соглашения Алихан Лепшоков. Нас объединяет общая история, и отрадно, что сегодня мы укрепим наши тесные связи с подписанием данного соглашения, подчеркнула председатель Общественной палаты Карачаево-Черкесии Елена Ляшова. В собрании по поводу данного знаменательного события собрались представители власти республики, общественники, члены Общественной палаты. У нас общая историческая судьба. Нас объединяет даже, я хочу сказать, общий исторический менталитет. И вот эта общность, мы ее пытаемся сохранить. Понимаешь, что Общественная палата такая же существует в Абхазии, и что здесь, что и у нас в Карачаево-Черкесии, задача наша развития гражданского общества, взаимодействия между общественными организациями, мы еще больше хотим усилить это взаимодействие между народами. Мы хотим, чтобы данное взаимодействие привело к только положительным результатам. В свою очередь, заместитель секретаря Общественной палаты Республики Абхазия Изольда Хагба поблагодарила за радушный прием у нас в республике, подчеркнула, что данное соглашение позволит еще больше развивать и укреплять институты гражданского общества. Вы уже подчеркнули многообразие, национальное многообразие Карачаево-Черкесской республики. И здесь проживает наш братский народ абазин, и поэтому мы особые чувства вкладываем в то подписание того соглашения, которое сегодня состоится, потому что Абхазия и Абазины – это один народ. После чего прошло подписание соглашения Общественной палаты Карачаево-Черкесии и Общественной палаты Абхазии. Данный документ позволит установить деловые контакты между советами и их рабочими группами. Это будет очень важным таким фундаментом по взаимному обмену опытами, по тому, как вы начнете еще лучше слышать друг друга, потому что Карачаево-Черкесии на самом деле такая очень братская семья. Конечно, у нас 5 основных народов, которые как единая семья большая живет, но у нас много десятков других народов, которые проживают также в Карачаево-Черкесии. В завершении мероприятия заместитель секретаря Общественной палаты Республики Абхазия Изольда Хагба подарила картину с изображением центральной набережной Сухума председателю Общественной палаты Карачаево-Черкесии Елены Ляшовой. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Открытие памятника советским воинам на перевале Пыв запланировано на 24 августа. Об этом рассказал накануне на встрече с президентом Асланом Бжани почетный консул Республики Абхазия в Приволжском федеральном округе России Владимир Литвинчук. Инициативная группа культурного фонда «Платформа» под руководством Литвинчука и военнослужащие Минобороны завершили реконструкцию памятника в середине июля. Президент одобрил деятельность инициативной группы. Возложение цветов в годовщину начала битвы за Кавказ прошло у памятника неизвестному солдату в Сухуме. Организатором церемонии выступил культурный фонд «Платформа». При поддержке администрации Булрипского района, Ассоциации российских соотечественников в Абхазии, общественной организации Центра правозащиты российских граждан в Республике Абхазия и молодежной организации «Абхазия Пейпш». 25 июля исполнился 81 год с начала одной из самых затяжных и кровопролитных кампаний Великой Отечественной войны – битвы за Кавказ. Одним из основных очагов сопротивления немецко-фашистским войскам на юге СССР стали перевалы абхазского участка главного Кавказского хребта.
Клухорский, Марухский и Санчарский. В ходе боев смертью храбрых пали десятки тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Останки около 15 тысяч из них до сих пор лежат непогребенными на перевалах в ущельях и на склонах гор. День в истории Абхазии. В июле 1992 года состоялся визит абхазской делегации во главе с председателем Верховного Совета Республики Владиславом Ардинбо в Турецкую Республику. Встреча Владислава Ардинбо с соотечественниками в Турции придали мощный импульс движению абхазской диаспоры в поддержку исторической родины, что отчетливо проявилось во время грузинской агрессии против Абхазии. Ажлар Пацка, Ажлар Сафиргуксу. Зира Фюмас, Зира Жбар. Асалам Дудза, Абснампи, Шашет Гилан, Шашаш Сырган, Хагуша, Шамат, Ана, Агирт, Рылгозым Хазаги, Шашаш Сырыхдила, Шашет Гилрахдила, Асалам Дудза, Физаги, Взарашти Апсуиглар Сафи. Дара Зевзургурихо, Шачак Ахцейт, Хакуйтра, Аганашала, Хара Химкара Ганашала. Мы мекана и водою пуйгамля, амьо Хакуйтра водою, вы обхязавры ну галадящих языки амьо языки Шачако Агазаратаху, аха сра Агорагана Согу, вы амьо Хара Ханокла, Аяйра Хара Ишаху. Ешиш боец, амтафа, ашапсаха, амташапсафа ялагит, вальшта, лассы айнука шнева шалагит, харги араш, хава хала.
Видеоверсию о визите абхазской делегации во главе с председателем Верховного Совета Республики Абхазия Владиславом Мардином в Турецкую Республику в июле 1992 года смотрите после новостей. Сегодня исполнилось 55 лет со дня рождения героя Абхазии Вианура Ашба. В первый день войны со своим взводом принимал участие в обороне Сухума. Принимал участие в июльской, сентябрьской наступательных операциях. Участвовал в антитеррористической операции в Кадорском ущелье в 2001 году. Документальный фильм «Танк-001» с участием героя Абхазии Вианура Ашба из архива База ТВ смотрите в эфире телеканала. 25 июля исполняется 55 лет со дня рождения Зураба Маргани, генерал-майора и экс-председателя СГБ Абхазии. С первых дней войны находился на Гумистинском фронте, участвовал в формировании пограничных войск, принимал активное участие в укреплении государственных рубежей страны, участвовал в общевойсковых и специальных операциях. Сухумский авангард конца 80-х годов. Выставка под таким названием открылась в Центральном выставочном зале. Экспозиция состоит из работ от Гура Дзидзари, Виссариона Цвижба, Александра Семенцова, Евгения Котлярова, Сергея Сангалова, Алексея Шарвашидзе, Ахра Аджинджал, Александра Баяджана, Валерия Аркани, Ливар Сыбудба. Репортаж об открытии выставки, который будет работать с 25 июля по 4 августа, смотрите в эфире Абаза ТВ 26 июля. В этот же день предложим вашему вниманию документальный фильм «Сухумский авангард конца 80-х годов» об исследовании культурного феномена, связанного с жизнью художников Абхазии в 70-е и 80-е годы прошлого века. Но именно вот эти безумные идеи, культурные, политические, общественные, научные, которые здесь обсуждались, стали потом достоянием нашей страны со временем. Но тогда мы об этом не думали. В 1972 году прошла выставка молодых художников с разрешения ректора, которая, в общем-то, стала, ну, может быть, не бульдозерной выставкой, но очень определяющей. Общий рефрен, да, всех тех, которые приходили. Живая живопись, свежая, живая. Процессы начинаются раньше, чем им дают имя. Да? Имя позже появляется. Поэтому никто не знает, что это оказывается авангард. Но он, естественно, с появлением каких-то фигур. Творческий подход, он отличался. Участники вот этого сообщества людей, большого общественного процесса, да, которые хотели изменений в жизни. Ежегодный благотворительный фестиваль классической музыки пройдет в Пицунском храме с 31 июля по 4 августа. В нем примут участие музыканты из Абхазии, России, США, Канады и Турции. Все собранные средства будут переданы подопечным фонда Ашана. Подробнее в репортаже Рен Смыр. В пресс-центре «Спутник Абхазии» анонсировали благотворительный фестиваль классической музыки, который пройдет в Пицунском храме с участием артистов из Абхазии, России, США, Канады и Турции. Фестиваль проводит в поддержку подопечных фонда Ашана. Член попечительского совета фонда, один из организаторов Азамат Багателя, рассказал об истории фестиваля. Ежегодный благотворительный концерт в поддержку подопечных фонда Ашана. В этом году мы после небольшого перерыва, в период пандемии коронавируса, мы продолжаем этот проект и в новом формате. В этом году в рамках этого мероприятия все собранные средства, часть собранных средств будет направлена в фонд Ашана на лечение тяжелобольных детей. В рамках предыдущих лет, в рамках реализации этого проекта мы собрали более 1 миллиона 600 тысяч рублей и оплатили 11 курсов лечения тяжелобольных детей. Азамат Багателя поблагодарил участников и партнеров фестиваля, компанию «Аквафон», Всемирный Абхазо-Базинский конгресс, благотворительный фонд «Мадонна Ли», концертный зал Пицунского храма и Министерство культуры Абхазии. Пианист, дирижер, студент Московской консерватории Барас Куджба рассказал об участниках и программе фестиваля. В концерте открытия будут принимать участие Государственная хоровая капелла Республики Абхазия, будут принимать участие наши гости из разных стран. И будут музицировать на прекрасной сцене Пицунского храма
да, уникальная многовековая история у этого сооружения. И также у нас будет второй день фестиваля, будет принимать участие Даниил Коган, также лауреат конкурса Чайковского, Арсений Тарасович Николаев, это лауреат конкурса имени Рахманинова, и будет также Лука Гадели, они представят программу именно французской музыки, будет такой вот концерт, где будет музыка французских композиторов. А потом третий день нашего фестиваля, это будет вокальный день, где будут принимать участие наши вокалисты, и также будет концертмейстер из Большого театра Тавус Абасова, и также будет органист аккомпанировать Валерий Барганджия. А четвертый день нашего фестиваля, получается, будет инструментальный, и там будут принимать участие наши прекрасные исполнители. Будет кларнетист Артем Ванян, будет Евгения Давидовна Кривицкая на органе играть, которая вот нас сейчас слышит. И также пианист из Турции Туна Туней и Эмилия Терзен-Хагба, которая также будет играть на скрипке. И, конечно же, наш гость из США, Энджел Вонг, будет принимать участие вот в этом дне прекрасной. У него будет программа. Насколько я помню, там будет произведение Стравинского. И будет закрытие, где будут принимать участие в том числе Государственная хоровая капелла Республики Абхазия и Александр Владиславович Соловьев, который много уже лет сотрудничает с нашей капеллой, и не только с нашей капеллой, а в целом с музыкантами из Абхазии. В ходе пресс-конференции состоялся телемост Москва-Сухум. Из столицы России своими планами поделились дирижер, педагог, художественный руководитель камерного хора Московской консерватории Александр Соловьев, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь» Евгения Кривицкая и американский пианист Энджел Вонг. Это будет моя первая поездка в Абхазию, и я хочу сказать, что я очень рад находиться здесь как один из участников замечательного Пицундского фестиваля, который пройдет впервые. Я с нетерпением жду поездку в Пицунду, потому что я знаю, что это очень красивый город, там природа, море, и я приготовил, точнее мы все приготовили очень интересную, разнообразную программу, которая включает произведения композиторов разных стилей и эпох. Я буду исполнять произведения Дебюсси, Стравинского, а также испанской музыки Энрико Гранадус. Я исполню его произведение из цикла Гаески, которое называется «Мах и соловей». И я уверен, что всем понравится наша программа, поэтому с нетерпением ждем вас на наших концертах. Спасибо. Ежегодный благотворительный фестиваль классической музыки пройдет в Пицундском храме с 31 июля по 4 августа. Все вырученные средства будут переданы в поддержку подопечных фонда Ашана. Ирен Смыр, Сосрогуха, Абаза ТВ. Адгур Дзидзари – вечный ученик. В этом году абхазскому художнику, искусствоведу, графику, карикатуристу, иллюстратору Адгуру Дзидзари исполнилось 70 лет. Он ездит на велосипеде, любит восточную философию, живет и работает в своей студии. За его плечами столько работ и жанров, столько городов и потрясений, что обо всем и не вспомнить. Но мы попытались. О жизни и творчестве с художником поговорила Надежда Боровикова. Когда делаешь, ты делаешь, да? И вот это чего бы ни касалось. Просто будь честен, делай в пределах своих возможностей. От тебя никто не требует того, что ты не можешь. Но ты должен максимум свой выкладывать. Вот это есть, потому что кто-то сказал хорошую фразу, что мир погубит приблизительность. Чем ты меньше можешь, тем больше должен стараться. Я вроде бы всю жизнь занимаюсь. Я вот сейчас подсчитал. Ровно вот сейчас летом 60 лет назад я в художественную школу пришел поступать. Вот у нас экзамены были летом. 60 лет я в искусстве. Потому что у нас уже художественная школа, кстати, тогда была, это не чита вот этой нынешней. У меня там Шаламберидзе, как ее звали, не помню, она искусствовед. Ну, нам читала историю искусства. То есть художка это считалось, ну, как сказать, качество было. И я помню, как у этого тогдашнего директора, у него в кабинете образцы рисунков успешных таких, там, кто закончил. Тогда не так много, кстати, было еще выпусков. И вот там легендой ходил некий Саша Коган, который потом уехал там, по-моему, в Израиль. Я помню вот эти рисунки, и мы стремились. Я помню, как я очень хотел вот уметь хорошо рисовать.
Я всю жизнь рисую, всю жизнь. Ну, это как бы образ жизни такой, да. Но я всегда, вот это есть, вот я же боевыми искусствами занимался. Там есть такой девиз, вот наш, он уже умер, но он был главой школы вот этого клана, прям, вот от кого мы... Сюсин Сёгай. Это называется, что... То есть, ну там, если примерно, это вот эта практика начинающего, да, вот как говорят, дзен-практика начинающего. Ты каждый раз ученик. Ты каждый раз входишь в зал как ученик. А если заходишь как мастер, я уже все знаю, это конец. Затвердевшая форма. Поэтому я диву даюсь, когда молодые уже, тут уже все. Вот у них нет ни какого-то дерзания, нет сомнений. Без этих качеств я не знаю, как творчество возможно. Интервью с художником Адгуром Дзидзари смотрите в ближайших эфирах Абаза ТВ. О спорте. Константин Ахба стал бронзовым призером первенства России по боксу среди юношей 13-14 лет, который проходил во Владикавказе с 19 по 25 июля. Ахба выступал в весовой категории до 48 килограммов и представлял Краснодарский край. Тренируют спортсмены Аслан Ахба и Эдуард Депелян. В завершении выпуска прогноз погоды. 26 июля в Абхазии ожидается небольшая облачность. Утром возможен туман, преимущественно жаркая погода без осадков. Очень высокий уровень ультрафиолетового излучения. Атмосферное давление пониженное. Ветер слабо умеренный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-23, днем 28-33. Температура морской воды плюс 25. Относительная влажность воздуха 60-80%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.